Однажды русский писатель Александр Бестужев-Марлинский, увидев Ленские столбы, сказал, что вдохновлен священной тишиной. Он почувствовал, как душа соприкасается с дикой и могущественной природой. Действительно, Ленские столбы относятся к красивейшим местам России. Их хотят увидеть тысячи туристов ежегодно. 8 лет назад знаменитые каменистые столбы пополнили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Якутия смогла сохранить бережливый учета природы на своей территории. Ленские столбы занимают грандиозное расположение. Они находятся на реке Лен в районе Хангаласского леса. Скалы изливаются на огромную территорию 8 тысяч гектаров и растягиваются по длине 220 километров вдоль речного берега. Жители прозвали это место национальным парком Ленские столбы. На территории туристы могут увидеть аналогичные скалы, расположенные на реке Будва. Величественные Ленские столбы многие туристы ассоциируют со средневековым замком, полками дракона и даже реками. Могущественные Ленские столбы – местом пропитанными легендами и сказания, которые передают из поколения в поколение. Местные жители верят, что в этом же месте обитает большой снежный человек. В руках он носит мешок с когтями, животными и пищей. Временами необычные жители пугаются не путевых и грубых туристов, а добрых и честных путешественников. Заблудившихся в лесах и горах он помогает найти путь. Согласно второй легенде, дракон был древним обитателем Ленских скал. Он держал местных жителей в страхе, и в дни, когда река Лена выходила с своих берегов, он гневался и просил дать всех жителей. Однажды, увидев девушку невероятной красоты, забрал ее в свое владение, и муж не смог смириться и поехал сражаться с драконом. Он победил, но владение дракона обладали мощной силой и превратили девушку и парня в каменную скалу. Жители охоты считают Ленские столбы символом любви, надежности, храбрости. У местных жителей существует поверье, что застывшие скалы привели их боги, которых наказали за плохое владение. Отсюда и название Турюк-Халат, что в переводе с местного языка означает горы богов, которые восстали. Интересным фактом является нарушение песчаных склонов столбов внутри, которые нашли рисунки от людей, хотя принадлежащим древним обитателям. Во время раскопок было найдено остатки мамонтов, носорогов, травиц, которые вымерли 200 миллионов